Алсу, 1 сентября не только начало нового учебного года, но и время Че для такой программы с таким теплым, уютным названием «Башкирские дворики». Но я вот смотрю на их работы, и я понимаю, что они опять не укладываются в сроки. Знаешь, как подрядчики оправдываются? Говорят, что вот этот вот проект двора, да, он должен понравиться каждому жителю этого двора. Но ты представляешь, у всех свои вкусы. Они так оправдываются? Да, оправдываются. Говорят, вот они задерживают тем, что они там договориться между собой не могут, где там это будет стоять, где качелька. Слушай, ты меня, будет конечно, стоять. извини, да, но, по-моему, народным языком это просто отмазка. Понятно, что, да, со всеми категориями жильцов трудно договориться. Там мамочки одного хотят, автовладельцы там другого, собачники третьего, спортсмены четвертого, понятно. Но, по-моему, просто вот элементарно не хватает им ресурсов там и сил. Ну, знаешь, такое ощущение, что повторяется история как с ремонтами подъездов. Ты имеешь в виду, что они опять наступают на одни и те же грабли про наше министерство ЖКХ? Ну, я думаю, что одного раза им хватило, или нужно еще раз им по голове, чтобы прилетело. Ну вот давай поговорим об этом сегодня. Давай попробуем в этом разобраться, да, на самом деле. По плану к 1 сентября в Башкирии должны быть благоустроены 400 дворов. Как вообще попасть в эту программу и кто за это платит? Нам с ребенком приходилось ездить на горсовет на площадку. В городе Уфа очень много домов, которые намного хуже, чем ваши. Новый подход – это благоустройство территории в комплексе. Для того, чтобы житель получил, значит, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт подъезда, ремонт двора, ремонт проезда, еще выйдет и проедет по безопасным качественным дорогам по программе сделанным. Вот к чему. Всем все хватит. То есть начало есть, останавливаться не будем. Еще в конце прошлого года Ради Хабиров лично дал старт еще одному масштабному проекту – программе с уютным названием «Башкирские дворики». По плану к 1 сентября в Башкирии должны быть благоустроены 400 дворов. На эту работу из бюджета республики выделена рекордная для региона сумма – почти 1 миллиард 800 миллионов рублей. Как признал сам в Рио главы, еще в декабре 2018 года эта программа – настоящая революция в сфере ЖКХ и по объему, и по масштабам, и по новым подходам. Новый подход – это благоустройство территории в комплексе с акцентами на детские площадки с резиновым покрытием, системы видеонаблюдения, озеленения, парковки. И самое важное в этой программе, что жители сами решают, что они хотят видеть в своем дворе. Мы попытались выяснить, все ли довольны результатом и все ли получилось так, как задумывалось. Посмотрим сюжет. Это Уфа, Черниковка. Двор после ремонта с виду выглядит весьма опрятно. Новый асфальт, парковочные места, детская площадка. Но жители просят приглядеться. Сделанное во дворе сильно расходится с тем, что им обещали. В итоге двор стал просто большой парковкой. Нет белевой площадки и спортивного комплекса. Я подхожу к старшему по дому. Он говорит, а меня, говорит, представитель Комстроя, подрядчик, соответственно, посылает так как бы, на камеру сказать это нельзя. А это Стерлитамак. Двор на Курчатова 8, кажется, обречен стать образцовым. Вот что о нем написал Ради Хабиров в соцсетях 10 июля после знакомства с проектом благоустройства. Эврика! По-моему, я нашел двор в Стерлитамаке, который почти на 100% отвечает моим требованиям по выбору, организации обсуждения его будущего с жителями, началу работ. Не все же время мне ругаться. Вот сегодня я реально счастлив. Спустя 1,5 месяца двор выглядит вот так. По плану к 1 сентября тут должны быть самые современные детская и спортивная площадки, зоны отдыха и парковки. И хотя жители немного сомневаются в сроках сдачи, не жалуются, готовы подождать. Перед тем, как провести вот эту программу, нам привезли проект, мы посмотрели его. Не только я, и этот дом, и потом наши женщины выходили, активисты наши. В другом конце Стерлитамака на улице Бородина в рамках программы «Башкирские дворики» люди многого не просили. Нужна была ровная дорога и резиновое покрытие на детскую площадку. Этим они довольны, но благоустроенный двор никак не решает главную проблему. Их дому, как воздух, нужен капитальный ремонт. Это же уму непостижимо. Маленькие дети. Не сегодня-завтра все это рухнет. В соседнем Аургазинском районе стараются решать вопрос комплексно. Объединили разные программы. Ремонт дворов, подъездов, а если надо и ремонт кровли. Ход работ, как и по другим адресам, инспектируют общественники. Здесь очень правильно вы сделали. Вот кровлю сделали, сейчас фасадную делаем. Кровлю сделали, фасадной пойдете. Дворовую территорию сделали. Главное, коммуникационные дела все должны быть сделаны. У
Уфа. Двор на Архитектурной 8 по программе «Башкирские дворики» преобразился буквально за месяц. Раньше Татьяне Богомоловой с 7-летней внучкой приходилось искать место для прогулок. Нам с ребенком приходилось ездить на горсовет на площадку. Там отличная площадка, ну, за парком, или как ее правильно назвать. И вот мы на автобусе, на троллейбусе доезжали туда, ездили туда отдыхать. Изначально в плане программы «Башкирские дворики» 1 сентября было контрольной датой сдачи работ. Но подрядчики уже просят сдвинуть этот срок. Здесь главное, чтобы результат понравился жителям конкретного двора. Ведь особенность программы в том, что без их одобрения и, соответственно, подписи на акте приемки работ подрядчики свои деньги не получат. Уже очевидно, что программа башкирских двориков не проходит без сучка и задоринки. Как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Не везде удалось уложиться в сроки, есть вопросы и к качеству. Качество и сроки благоустройства соблюдаются там, где есть жесткий контроль и со стороны местных властей, и со стороны жителей. Но, как всегда, дьявол кроется в деталях, то есть исполнителях. Почему сроки обустройства многих дворовых территорий сдвигаются? Как обеспечить качество работ? Как вообще попасть в эту программу и кто за это платит? Об этом мы спросим прямо сейчас у наших гостей в студии «Честно говоря». Итак, Салават Хусаинов, первый заместитель главы администрации города Уфы, Николай Ельников, советник министра жилищно-коммунального хозяйства, и Вадим Беляков, руководитель общественной организации «Уфа-Сити». Итак, еще раз добрый вечер. Да? Итак, первый вопрос к Министерству ЖКХ. Что со сроками реализации программы? Почему задерживается? Ну, я бы не сказал, что у нас такое есть опоздание, есть шероховатости. На данный момент у нас ведется из 400 дворовых территорий, у нас на 396 дворах уже присутствуют подрядные организации, и полномасштабно уже идет работа. Есть уже выполнение по асфальтировки полностью 100%. Я не скажу, что мы срываем программу, мы идем в темпе, темп набран хороший. Да, может быть, это будет для некоторых объектов не 1 сентября. Но, честно говоря, и я и муниципалитетам объясняю, что лучше сделать качественно. Пускай даже будет это с опозданием, но это будет качественно. Чем потом переделать. Чем потом переделать. И жители это должны принять. Салават Софиевич, как обстановка в Уфе по реализации программ? По городу Уфе работа ведется, и я бы начал разговор, и касаясь и города Уфы, и самой программы, с того момента, что принималось решение о башкирских двориках. И принималось это решение временно исполняющей обязанности главы республики Раифа Алишевича Хабирова. Почему? Потому что до 2019 года, до начала 2019 года, программа «Городская комфортная среда» состояла из 2 частей. Общественное пространство – это парки, скверы и дворы. С федеральной программой по 2019 году часть дворов, дворовая часть, была убрана. А та программа, которая формировалась с учетом возможного его исполнения на федеральном уровне до 2024 года, она просто выпадала. И вот то принятое решение, и эта сумма достаточно серьезная и большая для города Уфы, да, 574 миллиона 700 тысяч рублей, которые, чтобы люди обнадежены, что по этому году, текущему 2019 году, их дворы придет благоустройство, они просто-напросто, надо сказать, наверное, честно говоря, что они были просто бы обмануты. Этого не произошло. Когда мы говорим о жителях дома многоквартирного, мы же имеем разные категории граждан. Есть собачники, да? Есть мамочки с детьми, есть автолюбители, есть спортсмены и другие категории. Как соблюсти баланс их интересов? Тут, если мы говорим про программу этого года, то, скорее всего, нельзя сказать, чтобы там были соблюдены все интересы. И те схемы, которые были там чуть ранее и сейчас, они действительно там, не учитывали все потребности всех жителей. Потому что, вопрос-то этот сложный, нужно же собрать всех, да, выслушать всех. Это сложно. Понятно, жители не всегда компетентны в каких-то вопросах там, строительства, там, того же асфальтирования. Поэтому мнение там, каждого человека, оно обычно превращается в какой-то гвалт, и поэтому нужно там, взять паузу, там, привлечь специалистов, послушать, что они говорят. Может быть, перестроить проект какой-то, и потом вот эти процедуры они могут затягиваться. Безусловно, какой-то компромисс находится, и на собрании, которое принимают жители, там, если они голосуют большинством, там более 50% от всех собственников,
дворников, то тогда уже, ну, конечно, могут быть... Вообще, Вадим, жалоб поступает много? Именно по дворникам, конечно, по дворикам, да. Их, конечно, меньше, чем по ряду других там, по проектов. Вот. Но связано с тем, что, да, действительно, работы ведутся, они такие достаточно долгие, и жители там участвовали в тех же согласованиях. Вопросы, наверное, возникают в основном, как вот вы сейчас правильно говорили, как мы там изменить тот проект, который нам предоставила управляющая компания, потому что по большей части они там каких-то лохматых там 80-х, 90-х годов, ну, если с учетом того, что двор там, может быть, не менялся, застройка не менялась, и как, в принципе, попасть в эту программу, потому что желающих много, а программа... Уже на следующий год, уже, правильно? Ну, на следующий или какие-то другие периоды. Мы сейчас обязательно об этом поговорим. Программа не резиновая, а хотят-то все. Я правильно понимаю, что акт приемки благоустройства двора принимается только в том случае, если его подписывает представитель многоквартирного дома? Это первая подпись, которая... Но на сегодняшний день основным оценщиком или основную оценку качества благоустройства или соответствию его тому дизайн-проекту, который был изначально представлен дому, подписывает Совет многоквартирного дома, представитель Совета многоквартирного дома. Поэтому у нас работает в городе, значит, общественный жилищный контроль, который возглавляется Ремнигом Матьяновичем Булатовым. Они очень активно участвуют, и, соответственно, и любой житель может свои мысли и высказывания в части ремонта и в части качества высказывать, это все будет учитываться. Многие эксперты, ну, я с ними согласен, считают, что схема реализации программы «Башкирские дворики», она же отличается от схемы реализации программы ремонта подъездов. Через какие структуры идут выделенные деньги? Допустим, когда они пошли через фонд капитального ремонта, мы видели, что возникли определенные проблемы. И сейчас башкирские дворики идут принципиально по другой схеме. Я правильно понимаю, Салават Сафич? Кто отбирает подрядчиков? 44-й ФЗ. Это 44-й федеральный закон, это конкурс. А много у нас подрядчиков по дворам? Ну, конкурс проводит муниципальные органы власти, правильно я понимаю? Да, управление жизнедеятельности в данном случае. Порядка десятка, чуть более десятка подрядчиков. То есть не как в ремонте с подъездами, 4 генподрядчика и... Я вот один принципиальный момент, который хотел озвучить. 44-й федеральный закон, кто пришел, кто соответствует тем параметрам, которые заложены в техническом задании, тут и будут работать с тем качеством, которое будет контролироваться. Вопрос заключается в чем? После того, как обсуждение прошло, условным, абсолютным большинством двора, даже не дома, двора, где 5-7 домов, может быть, и так далее. Это оформляется протоколом? Оформляется протоколом. Схема утверждается. Утверждается, в первую очередь, Советом многоквартирного дома. Она озвучивается абсолютно всем жителям, доводится на всех доступных ресурсах, сайты администрации, сайте управляющих компаний, значит, с приходом на... Это открытая информация? Открытая информация, все могут ознакомиться. Вот после этого можно будет уже говорить о том, к чему и на какую сумму мы выходим. Вот в техническом задании мы должны учесть абсолютно все виды работ, и вот с этого формируется цена вопроса ремонта одного отдельно взятого двора. В среднем сколько стоит один двор? Я об этом и говорю. Он может очень сильно отличаться. На сегодняшний день задавать предельник на отдельный даже унифицированный двор необходимости нет. Аналоговый метод расчета здесь не действует. Каждый двор должен обсчитываться индивидуально. Спасибо. А мы вернемся к разговору через несколько минут. Что сделать, чтобы ваш двор попал в программу благоустройства? Нужно общее желание соседей и небольшие собственные вложения. Мы попробовали сами пройти этот путь. Что получилось? Давайте посмотрим. Уфимка Эльза Сайфуллина вместе с активными жителями своего и двух соседних домов хочет попасть в программу «Башкирские дворики» на следующий год. Первые шаги уже сделаны. Сначала было получено согласие 2/3 жильцов. Потом провели общее собрание с представителями управляющей компании. После того, как у нас проведено было собрание, мы 2 экземпляра протокола отвезли уже в управляющую компанию. Там они, в свою очередь, дополнили его необходимыми документами. Они провели со своей стороны именно осмотр территории, можно ли здесь что-то вообще строить. Следующий шаг – утвердить проект на общественно-административной комиссии. Мы должны комиссию пройти, они посмотреть, потому что говорят, что в городе Уфа очень много домов, которые намного хуже, чем ваши. Вот, то есть нам еще нужно будет побороться за то, чтобы здесь что-то было. Самое главное – активность жителей, заверили в управляющей компании. Чем больше людей проголосует в этой программе, тем больше они баллов набирают.
Получается, самый главный критерий, что количество участников, жителей. А что-то еще может повлиять на решение комиссии общественной? Ну, мы уже говорим, чтобы задолженности дома не было. Депутат Горсовета Юрий Васильев также настаивает, что активность уфимцев – это главное, что может изменить жизнь в своем дворе к лучшему. Инициативная группа минимум может из 3 человек состоять. Это уже достаточно, чтобы инициативу запустить. Подытожим. Активность горожан, общая позиция жителей двора по его благоустройству, отсутствие задолженности за коммунальные услуги у жителей дома, отработанный с управляющей компанией дизайн-проект, утверждение его на комиссии в муниципалитете, и ваша территория реально может стать настоящим башкирским двориком. Сейчас уже никто не ставит под сомнение, что эта программа будет продолжаться. Я думаю, всем все хватит. То есть начало есть, останавливаться не будем. Вадим, вот очень многих интересует тот самый процент, который должны платить жители дома, да? Вы с этим сталкивались? Ну вот если мы говорим про текущую программу, то там заложено софинансирование в районе 1%. Простой пример. Если мы возьмем там двор, у которого сумма будет по ремонту там 1 000 000 рублей, и это средняя там хрущевка там 3500 квадратных метров, то квартира 50 квадратных метров будет за год, или там они как договорятся, то есть с нее будет плата 140 рублей, в принципе, за все это участие в программе. Это в графе содержания? Это будет в графе содержания, но по практике это там дополняется отдельной строчкой в квитанции там по программам по благоустройству. К вам обращаются люди с вопросом, а как мне не платить за это? Вот мне не нравится, что двор делают. Я там не участвовал в этом общем собрании, платить не хочу. И не хочу за это платить. Да, что мне сделать? Не обращались такие люди, но я знаю, скажем так, председателей домов, у которых есть жители такие, которые, во-первых, не хотят голосовать, во-вторых, потом не хотят платить. Но здесь вариантов законодательства никаких других не предусматривает, кроме как оплачивать по тем решениям, которые приняли собственники всего дома. То есть хочешь что-то свое, но, к сожалению, продавай квартиру, покупай коттедж и живи за городом сам. Вадим, вот мы сейчас готовим сюжеты к выпуску по башкирским дворикам. Кстати, хорошее такое теплое, уютное название. И видим, какие вещи. Разные бывают ситуации. Бывают дворы, где благоустроили его, обнесли его забором, и жители других окрестных дворов не пускают категорически. Вот у них калитка, ключ, пускают только своих. Вот нам двор сделали, а вы ждите своей очереди. Насколько это правомерно? На сегодняшний день очень немного кварталов, которые размежованы и в установленном порядке поставлены на кадастровый счет. На сегодняшний день в большинстве своем жилые дома, многоквартирные дома по отмостке. И на сегодняшний день вот та программа, которая работает, она и позволяет вкладывать бюджетные средства, потому что это территория муниципалитета в данном случае. Общая. Вопрос действительно такой серьезный, острый. И вот Салат Сахич сказал, что там межевания нет, да, но людям, которые живут в дворах, им глубоко неинтересно, там было у них межевание. То есть, по сути, да, скорее всего, это нужно серьезно заморочиться. Эта земля не оформлена, поэтому, скажем, ограждать ее и как-то там ставить столбики, там, ну, в основном, условно, связано с парковкой, да, это, конечно, нельзя делать. Программа «Башкирские дворики» нам позволяет ведь еще и восстанавливать, честно говоря, немножко утраченное чувство добрососедства, когда сосед соседа первый раз на собрании видит. И на сегодняшний день, если сегодня двор позволяет рядом с одним из домов, многоквартирных домов, устанавливать детскую площадку, а рядом с другим двором спортивную площадку, что мы сейчас будем график составлять? Вы будете ходить за то, что вы посещаете нашу детскую площадку, вы будете посещать нашу спортивную. Нам еще необходимо восстановить и чувство добрососедства. Вот, привожу вам еще один пример. Мы снимаем в Стерлитамаке по одному из адресов, где производится благоустройство двора. Выходят жители соседнего многоэтажного общежития и говорят: зачем нам этот двор? Сделайте ремонт, которого в нашем общежитии не было 40 лет. И им двор не нужен, им нужно другое. Вот как вы реагируете на такие случаи? Почему бывают? Так вообще произошло? Во-первых, когда только эта программа начиналась, мы рекомендовали муниципалитетам, чтобы они включали дворовые территории, где будут делаться беспроблемные. Да, нет, не беспроблемные, где будут делаться. И в планах уже есть делать кровлю, капиталка, ремонт, подъезды делать. То есть, если зашли в этот двор и благоустройство, то все равно в планы эти дома попадут потом по ремонту, также подъездов и капремонту. То есть здесь мы будем все равно выходить с двора уже, когда окончательно, то там будет полностью все сделано. Есть очень важный вопрос, который интересует не только меня, но и многих других. Когда при благоустройстве дворов
будут использоваться товары и продукция башкирского производства. Ну вот вы, да, как раз у нас сами сказали, что производители я надеюсь, что да, у нас даже крошка из татарии, скамейки, еще откуда-то и прочие элементы благоустройства. У Валерия Фаридовича много задач, да, и он озвучил о том, чтобы у нас в республике появились заводы, которые производят оборудование детских площадок. Я знаю, что такие уже переговоры идут, и даже знаю, где, в каких городах будут ставиться такие заводы. Правда, что скамеек никто в Башкирии не делает? Ну, с скамейками проще, конечно, а вот, допустим, с игровыми комплексами сложнее. И везут из Питера, везут с Москвы, с Подмосковья, везут с Казани, с разных регионов. Это так? Программа называется «Честно говоря». Ну, давайте мы будем честно говоря. Честно говоря, о башкирских двориках. Да. И ясное понимание должно быть в этой части. Мы не зря упомянули 44-й федеральный закон, который предполагает наличие определенных сроков для исполнения этих программ. Само собой, разумеется, если мы не укладываемся в определенные программы и определенные сроки, которые уже заложены, мы получим штрафные санкции и не исполним ее. И то, что на сегодняшний день старт дан для обсуждения и для формирования технического задания уже в реалии июля месяца 2019 года, чтобы его успешно исполнить в 2020 году, там будут заложены именно в техническом задании использование материалов, ресурсов, оборудования, непосредственно производимых в Уфе и в Республике Башкортостан. Больше всего, конечно, бы хотелось, чтобы эти серьезные деньги оставались в республике. Это очень большая задача. Спасибо, а мы вернемся к разговору через несколько минут. Стоимость благоустройства одного двора в среднем около 4 миллионов рублей. Государство не первый год вкладывает серьезные деньги в улучшение городской среды. В следующем сюжете мы разбирались, что происходит потом, как этим пользуются жители и надолго ли обустройства этого хватает. В этом году мы высадили новые деревья, дали жизнь новым деревьям. Вот эту рябину я лично сам посадил. Вот это? Да. Двор Уфимского дома 25/1 по улице Авроры был признан образцовым после того, как был благоустроен по программе «Городская среда». 2 года назад здесь, значит, у нас сделали капитальный ремонт двора. Расширили парковку машин, парковку для машин, построили спортивную площадку, построили детскую площадку, раскрасили наши дома. Мы очень рады, что нам сделали такой уютный, красивый двор. Двор действительно очень уютный. Об изменениях говорят и старый млад. Изменения? Классно, конечно. Раньше двор называли как черный квадрат. Теперь он не черный, теперь все хорошо. Сейчас больше нравится, чем до этого. Сейчас веселья больше. Шикарно, просто удивительно. Все по европейским меркам. Это так замечательно. Дети вообще балдеют здесь. Чистота здесь стала привычным делом. За ней следят и добросовестные дворники, и сами обитатели двора. Мы сами стараемся не мусорить, нам приятно здесь жить. Когда ремонт начинался, мы там небольшой процент жильцов, как говорится, мы вносили. Небольшие деньги? Нет, небольшие, где-то по 600 рублей, там разделили на несколько месяцев. В такой двор хочется возвращаться. Тут даже дверь подъезда и та согревает. Подобная картина должна стать обычной для всех участников программы «Башкирские дворики», стартовавшей в этом году. Вам не бывает иногда обидно? Вот вы, допустим, хорошо представляете, сколько потрачено на дорогу, дорожную разметку, ремонт подъездов, благоустройство дворов и прочие коммунальные расходы вот конкретной улицы либо конкретного квартала. А к вам подходят и говорят, ну вы там чем занимаетесь вообще? Нет, у меня нет такого ощущения. К этому надо быть готовым. Определенная служба, определенная линия поведения тоже должна обязывать. Мне немножко обидно за наших горожан, честно говоря. И представлять их, что они штурмом берут, значит, администрации или управления, то, что они ничего не видят и только там строчат жалобы, я с этим абсолютно не согласен. У нас говорят спасибо. Абсолютно, и говорят спасибо, есть абсолютное взаимодействие, понимание. И если мы сегодня возобновляем все эти встречи, первоначально, может, они немножко бурно проходят, но к концу общего собрания все приходят к общему знаменателю и к тем решениям, которые есть. И успешность реализации этой программы, да, это показывает. То, что сейчас прозвучало, значит, синхронизировать виды работ по ремонту многоквартирного жилья, для того, чтобы житель получил, значит, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт подъезда, ремонт двора, ремонт проезда, еще выйдет и проедет по безопасным качественным дорогам по программе сделано. Вот к чему. Или выйдет к той остановке, которая установлена как умная остановка. Мы не можем отдельно из 5 домов, которые как бы в одной цепочке, значит, крайний дом заасфальтировать, а потом по 4 дворам надо будет ехать по ухабам, но это не решение вопроса. Комплексный подход соблюдается. Вот эти все вещи
создания комфортной среды. Да. Есть понимание, какие колоссальные, беспрецедентные средства вливаются в благоустройство города и республики в последнее время? Я думаю, что конечный потребитель, то есть каждый житель об этом мало задумывается. И, где-то она звучит, безусловно, сумма. То есть кто-то запомнил, да. Но в целом человек, который, скажем, живет в своем подъезде и выходит в свой там благоустроенный дворик, он и даже, наверное, так уже через год не будет знать, сколько денег было потрачено. А какой общий бюджет на 5 лет у программы? На 5 лет у программы сейчас жесткой цифры нету. Есть на этот год, на 2021 год, на 2020-2021 года. Но на последнем совещании Ради Фаритовича стоял вопрос о увеличении финансирования и увеличении сроков программы самой. То есть не до 2024 года. То есть есть абсолютное понимание, что требующих ремонтов в республике всего более 5000. И до 2024 года мы, естественно, это не сделаем. 5000 дворов. 5000 дворов, да. Отголосовали, кстати, 3000 дворов. Жители отголосовали 3000 дворов. Дворовых территорий, которые зафиксированы. Может быть, мы не будем увеличивать, даже не то, что не может быть увеличивать количество дворов, но мы будем увеличивать качество и насыщенность дворовых территорий. Вопрос в нужности и необходимости этой программы нет вопроса. Вопрос только вот в исполнении. В исполнении, вы знаете, любая новая программа начинается любое новое дело начинается с ошибок. На ошибках учимся. Даже будем проводить работу над ошибками. Сегодня мы говорили о башкирских двориках. И, уважаемые гости, спасибо вам за честный разговор. До свидания. Слушай, сегодня был такой активный, полезный, конкретный разговор, да, и все-таки хотелось бы надеяться, да, что вот все исполнители этой программы, и местные органы власти, и подрядчики, и наш этот многострадальный ЖКХ, да, не к слову будет сказано, все-таки сделают выводы и проведут работу над ошибками и не допустят их при следующих этапах. Самое главное, что башкирские дворики этим годом не заканчиваются. Вот что меня радует. Но я бы хотела надеяться, чтобы денег хватило на все запланированные 5 лет, на все эти запланированные 3000 дворов. Слушай, не переживай, при нынешнем руководителе региона, я уверен, деньги будут точно. Вопрос в исполнителях, их контролировать надо. Поживем, увидим. Поживем, увидим. Движуха идет по всем направлениям, которые касаются всех и каждого. Транспорт, образование, медицина, жилье, дороги. Конечно, все непросто, но кому сейчас легко? Все это можно назвать одним словом – благоустройство. Благоустройство нашей жизни и пространства. Терра Башкирия на глазах превращается из терра инкогнито в терра лайф, то есть живую. Наконец-то во главе ее появился реально настоящий мужик, который искренне хочет и знает, как ее обустроить. Простое мужское правило – делай, что должен, и будь, что будет. Смотрите «Честно говоря» на канале БСТ и берегите себя и своих близких.